Уважаемый Владимир Владимирович, хотел бы поблагодарить от имени всех якутян за ту постоянную поддержку и помощь, которую мы получаем от вас в это крайне непростое для нас время. Хочу отдельно доложить по ситуации с селом Бескюль, которое у нас подверглось нападению огненной стихии ровно неделю назад. Я вам об этом докладывал уже. К сожалению, 32 жилых дома у нас уже не подлежат восстановлению, хотя благодаря героизму, безусловно, противопожарных служб местного населения нам более 230 жилых домов удалось отстоять. Я сам был весь день в населенном пункте, сразу развернули пункты временного размещения, организовали помощь медицинскую, психологическую, обеспечили всех питанием. 10 августа мы 18 детей уже отправили в Орленок. Пожилые жители у нас сейчас находятся в республиканском реабилитационном центре. 175 пострадавших у нас получили единовременную помощь от республики по 30 тысяч рублей на каждого члена. В ближайшие дни начнутся уже выплаты и другие. Сейчас мы подготовили, вот как раз Евгений Николаевич Зеничев у нас 3 дня проработал здесь большой командой. Мы сейчас предоставляем документы, и мы надеемся, что быстро получим средства и на единовременную материальную помощь, и финансовую помощь в связи с утратой имущества. Также мы ведем оценку размера ущерба и меры помощи нашим предпринимателям и сельхозтоваропроизводителям, которые пострадали. Конечно, очень помогают и компании, и простые якутяне, продолжает идти помощь людям. С 8 августа мы уже восстановили энергогазоснабжение, начали работы по восстановлению улично-дорожной сети. Мы, Владимир Владимирович, будем восстанавливать все дома. Принято решение совместно с жителями о строительстве новых домов. Сейчас уже идет очистка территории, проводится вертикальная планировка территории, идут изыскания. Вот мы позавчера с Евгением Николаевичем Зиничевым там были, сегодня с Юрием Петровичем Трутневым. Мы главную задачу должны ее решить до 15 октября, это построить новые дома, благоустроенные полностью, и передать их жителям. Финансирование строительства, мы договорились, будет производиться за счет добровольных пожертвований акционерной компании «Алроса», фонд будущего поколения республики. Я согласовал этот вопрос с председателем наблюдательного совета компании, министром финансов страны Антоном Германовичем Силуановым и генеральным директором Ивановым Сергеем Сергеевичем. Большое им спасибо. Уважаемый Владимир, мы, конечно, с задачами по строительству жилья справимся, но я хотел бы попросить вас о вашей поддержке по нескольким вопросам. По именно этому селу. В этом селе у нас 147 детей ходят в школу. Как я сказал, 18 детей мы сейчас отправили в Орленок, но часть детей находится сейчас в детских лагерях в Якутске. И я прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович, помочь отправить вот оставшиеся 129 детей в детские лагеря Орленок и Океан. Кроме этого, из 673 жителей населенного пункта, вот Татьяна Алексеевна, по-моему, уже информацию получила, у нас на диспансерном учете стоят 45 жителей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 11 заболеваниями органов дыхания. Я просил бы правительство России оказать содействие в направлении их на специализированное санаторно-курортное лечение. Уважаемый Владимир Владимирович, вы знаете якутские села не понаслышке. У нас там люди очень активные, занимаются много культурой, спортом. И вот село Бескюль такое же, хотя оно очень отдаленное, но люди активно вот и спортзал посещают. И, конечно же, жаль, что у нас там нет многофункционального центра культурного и спортивного. В этом году горный район как раз разработал проектно-сметную документацию и подал ее в Минсельхоз страны. По программе комплексного развития сельских территорий проект строительства многофункционального центра и электрических сетей уличного освещения. Общая сумма 212 миллионов. Этот проект уже в свое время прошел предварительный отбор. Я просил бы, чтобы Минсельхоз поддержал этот проект и выделил средства. И вот школа, Владимир Владимирович, которая там у нас находится, она очень ветхая, начало 80-х годов. И, конечно, бы просил вас посмотреть возможность выделения правительством страны средств из федерального бюджета для реализации типового проекта «Школа на 150 мест» в селе Бескюль, начиная с 2022 года. Такой проект у нас уже имеется, проектно-сметная документация. Общая стоимость 322 миллиона рублей. И в заключение, Владимир Владимирович, конечно же, у нас проблема, я об этом вам докладывал, у нас небывалая засуха по Якутии, никогда такой не было в истории.
И, конечно, мы очень серьезный урон получили по сельскому хозяйству. Мы где-то 70-80% сена только подготовим. А у нас и поголовье лошадей большое, и крупного рогатого скота. Хотя нами принимаются все меры по поддержке сельхозников наших. Я прошу, чтобы резервный фонд правительства в установленном порядке помог нам где-то на сумму порядка 1,5 миллиарда рублей для приобретения и транспортировки кормов для селян Якутии. Доклад закончен. Уважаемый Владимир Владимирович, еще раз хочу поблагодарить вас за вашу поддержку в это тяжелое для нас время. Спасибо. Хорошо. Значит, детей точно надо отправить в оздоровительные лагеря. Совершенно очевидно, нуждающимся помочь в лечении в других регионах. Татьяна Алексеевна слышит, она уже об этом сказала. Я прошу с коллегами из Якутии проработать. То же самое касается и спортивного сооружения, и школы. У нас соответствующие программы есть. По результатам сегодняшнего нашего обсуждения это будет заложено в поручении президента правительству, и уверен, это будет отработано.